Так, танкоэфир. Так, поделиться трансляцией. Так. Менен баштай берейин. Тияктан уже бул запистен көрөсүң, азыр прямой эфирди мен баштай берейин. Урматтуу Facebook колдонуучулар, мен силерден кечирим сурайм. Мен анткени азыр орусчасынан айтып баштайм. Эмнеге дегенде теңиз бөлтүрүк бул деген алып орусчасын айтып берип, өзүнчө эле тиякта Онтариосунда же Канадасында жатып алып туруп, ошол жакта мындай сөздөрдү өзүн кудай деп эсептеп калгандай, ошолго жетсин деп туруп мен теңизге жооп берет элем да. Вот. Уважаемые фейсбукчане, я попросил извинения, я буду давать этот эфир на русском языке. Вот. Это называется машина. Не кухня, не зал, не спальня, а в машине. Первая серия в машине, что касается Тенгиза Бельтурюка. Уважаемый Тенгиз Бельтурюк, я внимательно прочитал ваше интервью, в котором вы себя в грудь бьете и говорите, что это не Садыр Джапаров забрал Кумтөр, а забрал Кумтөр якобы вы. Уважаемый Тенгиз Бельтурюк, вы прекрасно помните, как мы с вами познакомились. Какой наш с вами был первый разговор. Это когда еще было правление Сооронбая Шариповича. И как вы тогда, вы на меня вышли. Потом я организовал прямой эфир. Максат Мамытканов, Сеймык Джапыкеев. Мы сидели, и когда вы нам предложили стать мировыми лидерами, которые должны сделать революцию, и что вы будете там главным. Я тогда еще на вас посмотрел и еще посмеялся. Сейчас я прочитал внимательно ваши все выступления, все прочитал. И меня просто вот здесь раздирает злость. Злость раздирает еще от того, что вы мне на Facebook пишете, что я работаю на Центеру и сливаю какие-то материалы. Извините, пожалуйста, вы преступник. Я это вам могу сказать. Вы преступник, который обворовал наш народ. Все вот эти свои доводы, я сегодня во второй серии вечером со всеми изобличающими документами, которые у меня есть, где вы со своей компанией выписывали, когда вы являетесь директором или там президентом Кумтора, как вы своей супруге выделяли заработную плату, которая находилась в Канаде, якобы за какие-то эти. Вы преступник, еще раз я вам могу сказать. Вы преступник. Вы можете на меня подать в суд. Вы можете нанять здесь миллион адвокатов и в этой части сказать. Я вам как юрист говорю, в ваших действиях, именно в ваших действиях состав преступления мошенничества, составление заведомо неведомого контракта, введение в заблуждение руководства государства, во всех ваших деяниях есть состав преступления. И я вам это официально заявляю, как юрист, как адвокат. Также у меня имеются все документы, и вы это хорошо помните, как я, Атай Бейшембек, за вами ездили, когда вы пригласили за счет Кумтора, за счет денежных средств Кумтора, пригласили какую-то английскую семью, которой вы сказали, что это английская семья, там чуть ли не боги. Вот, в конечном итоге этого у вас опять-таки не случилось. Вечером, во второй серии, я покажу все компании, от вашей компании Пенсвилл или еще какие-то, я эти все вещи сегодня вам расскажу. И я вам просто хотел бы еще одну вещь. Вам следует обратиться к психологу. Я вам официально заявляю, вам следует обратиться к психологу. Почему? Потому что, когда вы сказали, что Кумтор забрал
забрали вы, а не Садыр Нургоджоевич, то этому надо просто дать юридическую оценку тоже. Садыр Нургоджоевич за Кумтер он отсидел. Он сидел. Вас тогда в помине не было. Вы тогда работали в Казахмысе, в Казахстане. Откуда у вас точно так же добровольно сказали, добровольно уйди, либо-либо. Мы это тоже знаем. Поэтому, уважаемый Тенгиз Аяп Берген, вы сейчас, не Тенгиз Бөлтүрк, вы теперь Аяп Берген. Потому что вашего отца, кажется, Аяп Берген звали. Вот. Уважаемый Тенгиз Аяп Берген, я вам еще раз говорю, что вот это либо сегодня я выйду в прямой эфир, покажу вечером вторую серию данного эфира, вторую серию, где я вам расскажу, раскрою полностью, как выводились деньги с Кумтера, как вы, вплоть до колес на Катерпиллер, каким образом, через какую китайскую компанию это все выходило, как на службу безопасности вы раскидывали деньги, как многие денежные средства выводились, и как вы в неделю 2 раза ездили в Казахстан на служебной машине с полной охраной. С полной охраной. У вас тогда охрана стала больше, чем у президента. Вы себя тогда Богом возомнили. И на сегодняшний день я думал, я не хотел вам ничего плохого сказать. Но когда вы сказали в своем выступлении, сказали, что это вы забрали Кумтер, то это просто не то что смех, это идиотизм, который придумала ваша вот эта голова. Уважаемый, неуважаемый Тенгиз Бөлтүрк, Тенгиз Аяп Берген, я вам еще раз говорю. Либо вы извинитесь перед народом Кыргызстана о ваших промашках, либо сегодня до вечера, я сегодня все ваши документы, которые у меня есть, как списывались эти деньги, и весь состав преступления во всех ваших деяниях я докажу по полочкам. Сегодня опубликовываю все материалы, как и где воровалось, как и где делалось. Как вы поменяли нормальный офис, в котором сидел Кумтер Голд Компани, иностранцы сидели, как вы этот офис сдали, как вы получили самый такой крутой офис, как вы мебель купили, санги какую вы мебель даже купили, которая стоит больше, чем мебель у президента, у премьер-министра и у всех руководителей по цене, которая стоит. Эти все документы я сегодня вам преподнесу. Потому что вы не хороший человек. И вы себя выставляете спасителем Кыргызстана. Вы никогда не являлись спасителем Кыргызстана. Если вы были бы спасителем Кыргызстана, вы просто, тогда бы вы помогали бы, остались бы и доказывали свою правоту. Но вас пожалели, вас выпустили. И вы после вот этого всего говорите. Также вы будете рассказывать о том, о признательных показаниях на видео, которые вы давали в здании Государственного комитета госбезопасности. Я это тоже знаю. Я знаю тоже об этом ролике, где вы также придумываете для того, чтобы себя обидеть. Эти факты все сегодня вечером я вам обещаю, что я докажу. И пугать меня, писать мне в личку, что тебя ждут хорошие времена, и ты сядешь в уголовное дело, мы посмотрим, у кого будет уголовное дело. Вы нехороший человек, и вы преступник. Вы должны за все свои преступные деяния, которые вы совершили, и сколько вывели денежных средств, вы должны все вывернуть кыргызскому народу. А себя делать героем и мировым лидером, который решает судьбу Кыргызстана, это не вы. Вы никогда не сможете решить жизнь простого кыргызского народа. И не дано этого вам даже. До вечера, уважаемые фейсбукчане. Вечером со всеми, какие у меня есть документы по Тенгизу Бөлтүрку. Вы все помните, я выступал очень много по Тенгизу Бөлтүрку. Вот. По вот этому поводу мы должны
сегодня вечером я буду показывать многие документы. Кстати говоря, понравится или не понравится, здесь еще есть кое-какие не то что доказательства, кое-какие есть моменты, где Акылбек Кусимбекович тоже знает об этом. И тем более, Акылбек Кусимбекович, если вы смотрите мой эфир, вам бы тоже стоило бы рассказать, кто такой Бельтюрк, Тенгиз Бельтюрк, на основании чего вы поссорились, какие были переговоры в Женеве, по-моему, где вы там ездили, кто ездил туда, кто какие, что сделали. Вы же это все знаете. И я думаю, что Акылбеку Кусимбековичу стоило бы тоже выйти в прямой эфир или дать пресс-конференцию и сказать, кто такой и почему вы старались убрать Тенгиза Бельтюрка и за что. Жду вечером вас всех. Буду в прямом эфире, наверное, в часов 10. До скорых встреч. Алға Кыргызстан. Кыргызстанда тынчтык болсын, аманчылык болсын.